Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную татарскую губадью. Это очень-очень вкусное блюдо. Его готовили наши мамы, бабушки. Это очень старинный рецепт. Поэтому мы сейчас попробуем его повторить с вами. Для этого нам понадобится одно яйцо, 180 мл теплого молока, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара. Все хорошенечко размешиваем. Добавляем 15 грамм сырых дрожжей. А если вы будете пользоваться сухими, ну где-то 6-7 грамм, наверное, приблизительно. Но я всегда пользуюсь сырыми дрожжами, мне они больше нравятся. Постепенно добавляем муку. Нужно будет замесить мягкое тесто. Муки уйдет примерно 350-400 грамм. Мука у всех разная, поэтому надо смотреть по своей муке. Нельзя сразу очень много муки добавлять. Муку добавляем поэтому постепенно. Сейчас сюда добавляем 60 грамм растопленного топленого масла. Можно сливочное масло, можно растительное масло. Как вам угодно, как вам нравится. Вот я решила сделать с топленым маслом. Помешиваем дальше. Сейчас будем месить руками. Вот такое очень мягкое тесто я замесила. Сейчас я накрою крышкой и поставлю теплое место для расстойки примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки нам надо будет 5 яиц отварить, 250 грамм изюма хорошенько помыть, перебрать и залить кипятком, чтобы вся грязь из него вышла и чтобы изюм стал мягким. 250 грамм риса. Рис еще у меня не вареный. Его надо будет отварить в подсоленной воде до полуготовности. И 480 грамм хорта. Вот кому интересно, у меня на канале есть 2 рецепта, как готовить хорт. Можете посмотреть и приготовить по этим рецептам. Сейчас будем все это делать. Наше тесто подошло. Сейчас будем делать губадью. Очень мягкое, пушистое тесто получилось. Сейчас делим ее на 2 части, на большую и на маленькую. Маленькую уберем. Это у нас будет верх губадьи. Пока пусть отдыхает. А нижнюю будем раскатывать. Диаметр сковородки у меня 34 сантиметра. Я его смазала растительным маслом. Тесто я раскатала, толщина примерно 5 миллиметров. Сейчас будем ее укладывать на сковородку. Делаем бортики обязательно. Сейчас вначале положим немножко риса отварного. Тонкий-тонкий слой. Это делалось для того, чтобы низ губадьи не получился мокрым. Первым слоем у нас будет карт.
Как я уже говорила, карт я готовила сама. Он уже сладкий, сахар я уже положила. Если вы, например, купите в магазине или на рынке не сладкий карт, то надо будет добавить 2 столовые ложки сахара. И мне уже здесь все добавлено, он уже сладкий. Посмотрите, как делать карт. Очень даже легко делается, можно самим делать, даже не надо покупать. Домашний он получается намного вкуснее. Магазинный он получается пресный немножко карт. А вот домашний он прямо уже с кислинкой и очень-очень вкусный. Попробуйте приготовить. Так равномерно распределяем. Сверху кладем отварной рис. Следующим слоем у нас будут отварные яйца. Натираем их на крупный терк. 5 штук. Яйца слегка солим. Немножко, пару щепоток соли. И следующим слоем у нас будет опять отварной рис. Следующим слоем будут изюм. Изюм кладем много. Чем больше, тем вкуснее. Сверху посыпаем столовой ложкой сахара. Сверху кладем сливочное масло. Где-то 180-200 грамм по желанию. Но если для вас это много, можете положить меньше. Тесто для верха я раскатала. Сейчас будем закрывать нашу губадью. Так, защипываем края и скрываем. Край губадьи будем обрабатывать косичкой. Это я уже очень много раз показывала. Кто не видел, можете еще раз посмотреть. По центру делаем небольшую дырочку, чтобы наша крышечка не поднималась. Губадью будем смазывать взбитым яйцом. Сейчас будем делать штрезель. Для этого берем 2 столовые ложки муки, столовую ложку сахара и 1 столовую ложку растительного масла. Можно сливочное, по желанию. И делаем крошку. Губадью сразу в духовку не ставим, оставляем пока на столе минут на 20 для расстойки. Печем при температуре 180-200 градусов где-то 40-45 минут, пока не зарумянится. Сейчас посыпаем крошкой.
Наша губадья готова. Смотрите, какая она красивая получилась, румяная, очень такая ароматная, мягенькое тесто. Сейчас мы ее попробуем разрезать, посмотрим, как там внутри. Из одной губадьи, вот диаметром 34 сантиметра сковородка, получается 12 порций. Она уже остыла. Вот смотрите, какая красивая получилась. Очень-очень вкусная, мягкая, очень-очень аппетитная. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.